По информации пресс-службы прокуратуры Чувашской Республики, по требованию прокуратуры Ядринского района будут заблокированы сайты с информацией о продаже документов об образовании. Прокуратурой Ядринского района в ходе мониторинга сети интернет выявлены сайты, на страницах которых содержалась информация о продаже в дистанционной форме дипломов о высшем, среднем образовании, аттестатов об общем образовании. Посетителям сайта предоставлялась возможность оформить заказ на покупку документа об образовании без прохождения соответствующего обучения. Доступ на сайт был свободным для неопределенного круга лиц. За изготовление и сбыт поддельных документов российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой в Ядринский районный суд направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети интернет, информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судом требования прокуратуры района удовлетворены. После вступления в законную силу судебного решения будут приняты меры по реальной блокировке интернет-ресурса. По результатам прокурорской проверки директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение трудовых прав граждан. Прокуратурой Чебоксарского района проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Дефлектор-21», в ходе которой выявлено нарушение трудовых прав граждан. Так, в нарушение требований статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации работодателям при прекращении трудового договора были допущены факты несвоевременной выплаты всех причитающихся работникам на день увольнения денежных средств. В связи с выявленными фактами нарушений прокуратурой района в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат». Постановлением Государственной инспекции труда в Чувашской Республике директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей. Кроме того, по выявленным нарушениям трудового законодательства в адрес директора прокуратуры района внесено представление об устранении нарушений закона. В настоящее время расчет с уволенным работником произведен. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики. Алатырской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства выявлено нарушение в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Алатырский кирпичный завод». Проведенной проверкой установлено, что в нарушении требований статей 22, 136 Трудового кодекса Российской Федерации работодателям были допущены факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам организации за октябрь-ноябрь 2019 года. Оплата труда осуществлялась позднее даты, установленной трудовыми соглашениями. По итогам проверки межрайонным прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановлением государственного инспектора труда в Чувашской Республике организации назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, по выявленным нарушениям трудового законодательства в адрес директора прокуратуры внесено представление об устранении нарушений закона. Прокуратурой Мариинско-Посадского района выявлен факт неуведомления потребителей о временном прекращении водоснабжения. Прокуратурой Мариинско-Посадского района по обращению местных жителей проведена проверка соблюдения установленного законодательством порядка временного прекращения водоснабжения. В ходе проведенной проверки установлено, что в период с 29 ноября по 3 декабря 2019 года в связи с ремонтными работами на территории города Мариинский Посад была частично прекращена подача холодного водоснабжения в ряде многоквартирных домов. Услуги по водоснабжению на территории города оказывает МУП ЖКО Мариинско-Посадского городского поселения. Вместе с тем, в нарушение действующего законодательства о водоснабжении ресурсоснабжающая организация не уведомила абонентов, а также уполномоченные государственные органы о временном прекращении водоснабжения. По факту выявленных нарушений прокуратуры района в отношении директора возбуждено дело об административном
административном нарушении, предусмотренном частью 9 статьи 9.22 КоАП РФ «Нарушение организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение или водоотведение установленного законодательством порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения». По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. В Батревском районе глава сельского поселения привлечен к ответственности за невыполнение законных требований прокурора. Прокуратурой Батревского района по поступившему обращению проводилась проверка соблюдения требований жилищного законодательства при проведении обследования жилого дома должностными лицами администрации Сугутского сельского поселения Батревского района. По результатам проведенной проверки в связи с выявленными нарушениями жилищного законодательства прокуратурой района в адрес главы администрации указанного сельского поселения вынесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого органам местного самоуправления меры по устранению нарушений не приняты. Письменный ответ на акт прокурорского реагирования в прокуратуру района к установленному сроку не поступил. По данному факту прокурором района в отношении главы Сугутского сельского поселения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ «Умышленное невыполнение требований прокурора», которое для рассмотрения направлено в суд. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования глава сельского поселения привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей. Постановление не вступило в законную силу. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики. Текст читала Олеся Григорьева.